посетить. Так вот, я бы хотел рассказать о тех событиях, которые происходили на тех двух судебных заседаниях, которые прошли у нас. Одну минутку, чтобы точно сказать, 24 и 25 ноября 2020 года в Берлинском суде было 2 дня, во вторник и в среду, 2 дня заседания. На первом дне заседания были допрошены 2 молодых человека, гражданина Германии, которые видели непосредственно, как Вадим Красиков, русский террорист, который был послан, без сомнения, вот, террористами, которых мы обсуждали ранее, Патрушев, Путиным. 2 свидетелей допросили и 1 женщину, которая проживает недалеко от того места, где Вадим Красиков, убийца Зелимхана Хангашвили, обвиняемый в убийстве Зелимхана Хангашвили, должен был на самокате, электросамокате, скрыться с этого места преступления. Ну, по порядку вам расскажу. Так вот, Вадим Красиков, человек на велосипеде, на большой скорости, 2 молодых человека увидели несущегося на большой скорости человека в парике, с рюкзаком, с сумкой, на большой скорости подъехал к мосту человек, спешился с велосипеда и быстренько зашел в кусты вместе с этим велосипедом. Там они услышали стуки камней, непосредственно там уже лежали камни. Я в прошлом своем сообщении, когда сообщал перед зданием суда, сообщил, что камни у него были с собой. И это была неточная информация, так как это было мое предположение. Нет. Сейчас же эти 2 молодых человека, которые видели Вадима Красикова, несущегося на велосипеде к этому мосту, где он сбросил и этот велосипед, и оружие убийства, и всю одежду с себя, и бритвенную машинку, которой побрился. Там он переоделся, побрился, там была у него машинка, так как он был с бородой. Он побрился, усы были, как ранее сообщали полицейские, неправильно побриты, наспех все это делалось. Вадим Красиков зашел в кусты, вышел из этих кустов, там положил в пакеты вещь, эту же машинку он туда же положил, пистолет, который потом тоже в воду бросил. И не с моста сбрасывал эти вещи, а прямо вот спустившись у реки или там из-под моста, там он это все сбросил в воду и также сбросил велосипед. Вышел он из кустов в шортах. Почему эти ребята, когда судья спросил, почему вы обратили внимание на этого человека, они сказали, что первое, что бросилось в глаза, это его нервное поведение. Он озирался по сторонам, несся, во-первых, на большой скорости, и после этого большую суету наводил, да, очень суетливо себя вел. И из кустов он вышел уже в шортах, в майке, и уже без бороды, и там неправильно побритыми усами, да, там, хотя усы там он оставлял. Тогда молодые люди проявили еще больше интерес, сразу позвонили в полицию. Как только вышел Красиков из кустов, он выбросил велосипед, пакеты, в которые он загрузил всю свою эту одежду. Позже ее полиция достанет из реки Шпрее. И велосипед, и тоже, что показалось для молодых людей очень странным, потому что велосипед был очень дорогой. Ну, на вид был такой добротный велосипед, и им это показалось очень странным. На ноге, на одной из коленки, не помню сейчас на какой точно, они сказали, была травма у этого Красикова. Видимо, ну, так как он был в шортах, было видно, что у него там травма на этой ноге, прям свежая рана. Именно, видимо, это в тот момент, когда он стрелял Зелимхану в спину, как и положено террористам. Он упал с велосипеда. Об этом
много свидетелей, несколько свидетелей говорили, что во время стрельбы там казалось, что взорвалась шина, и в этот момент, что вот человек упал с велосипеда, и им всем казалось, что вот лопнула шина велосипедная, и он сбил человека, ну и так далее. Это я в своих предыдущих рассказах рассказывал, как это все происходило. Затем, конечно, эти молодые люди сразу позвонили в полицию. Полиция быстро, молниеносно отреагировала. И Красиков, Вадим Красиков, замешкался. Видимо, вот это его паническое состояние. И он потерял, где он оставил свой самокат. Вот этот скутер, электросамокат. Он его прикрепил у одного из домов, у одного из подъездов на такой замочек. Да, здесь специальные такие замки для велосипедов. Тросы и на замке. Он зашел сперва к одному подъезду, вокруг этого дома побегал, потом побежал к другому, и там он только этот свой самокат обнаружил. И попытался скрыться, и в этот момент, как только он уже садился на самокат, уже и так тут его уже окружила полиция, сперва 3 полицейских, а потом еще 3 подоспели, и уже он был пленен, арестован. Следующий, в первый же день, во вторник, была допрошена женщина, которая видела за день до этого же человека, в таком же парике, там, похожего человека, который с этим самокатом кружился вокруг дома. И это мог быть он или похожий на него человек, но эта женщина обратила внимание, что у них в доме ни у кого нет вот такого вот электросамоката, и что вот этот самокат вот появился. И потом, когда уже задержали этого человека, он лежал на земле, она тоже в этот момент, это прямо перед ее домом происходило, она увидела это задержание, но уже лежал на земле человек с короткой стрижкой, не с длинными волосами. Но самокат она обратила внимание, вот это тот, который она видела за день до этого. На следующий день, в среду, были допрошены 2 эксперта, один судмедэксперт, который подтвердил, что Зелимхан Хангашвили был убит 2 выстрелами в спину. Одно попало в плечо, другое в спину, и после этого выстрел с близкого расстояния в голову. Второй эксперт рассказал о оружии. Какое это было оружие? Это именно то оружие, которое описывали предыдущие свидетели, что оно было с глушителем. Это пистолет Glock, не помню какой модификации. И в принципе вот полностью от исполнения, даже за день до уже подготовка этого преступления, следствие располагает практически свидетельскими, 100% свидетельскими показаниями по каждому метру, по которому передвигался Красиков. И люди, вот эти 2 молодых человека, которые были засекречены в суде, которые начали идти за этим человеком и вызвали быстро полицию. Эти 2 человека видели фактически его именно в той одежде, в которой видели убийцу. Десятки человек, по крайней мере 6 или 8 даже человек, да, свидетелей. И потом, как он уже преобразился в другого человека и пытался уже скрыться. Поэтому преступление раскрыто полностью. Немецкая полиция работала супер блестяще. Граждане немецкого государства, граждане Германии вели себя ответственно, как и подобает любому гражданину страны.
Спасибо полиции Германии, спасибо гражданам, тем молодым людям, которые не испугались, проявили гражданский свой долг, проследили за человеком, вызвали полицию и способствовали задержанию русского террориста, которого в настоящее время судят в федеральном суде города Берлина. Завтра состоится очередное заседание суда, завтра и послезавтра, каждый вторник и среду проходят заседания, судебные заседания по этому убийству. Приглашаю всех желающих посетить, не пропускайте, не оставайтесь безучастными. И, как говорится, все будет Ичкерия, да, Мула. Всего самого хорошего, спокойной ночи. Ассаламу алейкум. Все будет Ичкерия.